Пятимат Тачиева каждый день пешком преодолевает почти километр дороги от своего дома до этой центральной мечети, откуда их забирает школьный автобус. Она учится во вторую смену. Девочке приходится ездить в соседнее село, потому как ее школу снесли и на месте старой уже возводят новую. Преодолевать такую дорогу постоянно Пятимат непросто. Из-за нехватки транспорта дети часто опаздывали в школу. Но сейчас, по словам девочки, все это осталось в прошлом. Раньше нам было очень сложно добираться до Нижних Очелках в школу. А сейчас, когда появились автобусы, нам стало легче. Я раньше добиралась до этой школы с такси, а другие дети ходили на своих машинах. Вот так ежедневно водитель школьного автобуса Шамсудин Паланкоев объезжает 6 точек в селе, откуда приходится забирать детей. Правда, автобус в итоге забивается до отказа, поэтому в день приходится делать 4 рейса – довести детей до школы и забрать их вечером после занятий. Все бы ничего, жалуется водитель, если бы родители провожали и встречали поздно вечером своих детей в целях их же безопасности. Стоянки, родители же 6 сопровождают дури, берешь до автобуса. И от автобуса. Чудал дальше. Цена ахтахудер. Цик удиш хат баважи, да чох бежи. Цена ара чиртежи, хамар жилуца. Учитель сопровождающий да бусуцан. Учитель ламыш дух хандер берешь хайн шашну до ходоус худмиша. Просто сопровождаться даху транспортировка. Трей сопровождающий учитель бы сайхош, абуалыш, халбуалыш, оз хатхошиш. Со сносом старой школы проблема школьного автотранспорта встала остро перед родителями учеников, потому как одного микроавтобуса на более чем 300 детей просто не хватало. Приходилось отвозить самим детей в школу или же вызывать такси. А это серьезно било по карману, сетуют родители. Поэтому они сообща написали коллективное письмо в Министерство образования республики, после чего их детям предоставили 2 школьных автобуса. Управление образования занятон, Министерство образования занятон, релиз комитет вашак, дахахан принять директор с письма же азиатцы, ще автобус занятон. Ще автобус хонелра ахтадутон. Ахтахалары водитель же успевать до 6 рейсов шалч, динаги рейсы шалч. А так дагасан духа рейсы же шалчи, они тоже не успевают. Сарваша далцы. Нет ни возможности, ни времени, ни средств, чтобы забирать каждого ребенка из дома, отмечает директор школы Луиза Тачиева. По этому поводу она часто слышит возмущение родителей. Связано это, видимо, с тем, что заливают бензин и производят ремонт школьного автобуса на средства родителей. Но даже при этом уделять внимание каждому ребенку не получается. Существуют нормы Санпина, в соответствии с которыми остановки должны быть не менее 500 метров между остановками. Кроме того, в сельской местности допускается 1000 метров. Удовлетворить все требования родителей, останавливать у каждого двора мы просто не в состоянии автобус, потому что это и расход топлива, и время дополнительное. Поэтому родительским комитетом определены точки сбора учащихся, и вот в этих точках дети собираются и их подвозят к школе. По словам представителя Минобра республики, проблема со школьным транспортом в республике не стоит остро. Практически все общеобразовательные учреждения на 90% обеспечены школьным автотранспортом. Понятно, что не без каких-то проблем, возникающих при эксплуатации, допустим, там, или вообще функционировании этого автобуса с отсутствием, допустим, горюче-смазочного материала, или по каким-то другим причинам, но в принципе нельзя сказать, что у нас критическая ситуация в этом вопросе сложилась, которая требует каких-то немедленных оперативных вмешательств. Все решается постепенно. Какой-то транспорт приходит, естественно, с течением времени в непригодность. Какой-то транспорт, сейчас у нас почти 80 школ, у нас в соответствии с новыми лицензионными требованиями оформляют документацию к этим школьным автобусам. Представители Минобразования республики отмечают, строительство новой школы на 720 мест со всеми необходимыми условиями должно завершиться до конца 2020 года. А до тех пор школьникам, терпящим временные неудобства, придется подождать. Светлана Томова, Магомед Белакиев, Новости 24.